Мы находимся в одной из юрт, это на деревне, расположенной у подножия Таратау. И с нами ведущий научный сотрудник палеонтологического института РАН Алексей Мазаев. Алексей Вячеславович, здравствуйте. Насколько я знаю, вы не в первый раз приезжаете в Башкортостан и работаете с шиханами с 2015 года. Хотелось бы узнать, что для вас лично представляет здесь научный интерес для ваших коллег, в том числе со всего мира. В Башкортостане много всего, начнем с этого. Весь Башкортостан, он абсолютно уникален с геологической точки зрения. Здесь можно с чего угодно начинать. Но я в силу специфики своих научных интересов изучаю Шахтау, потому что Шахтау – это абсолютно уникальный объект. Фактически это открытые врата времени. Вот эти 4 шихана, которые здесь экспонированы на поверхность, были примерно 10 миллионов лет назад. То, что называется стрельтомакские шиханы. Это часть самой большой в мире рифовой системы. Это просто самая большая рифовая система, которая когда-либо существовала на планете. И начав свой рост примерно 300 миллионов лет назад, они росли 9 миллионов. Кроме того, этот рост он был в очень интересных палеогеографических обстановках. Дело в том, что вся восточноевропейская плита в то время была залита морской водой. И это было мелководное море, так называемые эпиконтинентальные моря, аналогов которых сейчас на планете просто нет. Уральских гор тогда тоже не было. И на месте Уральских гор был глубоководный пролив. С одной стороны этого пролива была восточноевропейская платформа, а с другой стороны приближалась Восточная Сибирь. И происходила так называемая коллизия, то есть два континента смыкались. Но когда рифы росли, они еще не сомкнулись, пролив существовал. Но все остальные материки, они уже практически объединились в Пангею, и только вот соединение этого Уральского пролива могло стать финальной точкой, и в итоге стало для полного соединения Пангеи. И когда это произошло, случилась глобальная перестройка климатическая. Нормальный климат сменился на очень жаркий, на так называемый аридный климат. Потому что пролив замкнулся. Рост рифов прекратился. И мы видим по смене осадка накопления, что в замкнутом проливе в итоге начали накапливаться эвапориты. То есть это соли, гипсы, которые здесь вот очень широко распространены. И это предшествовало дальнейшим катастрофическим событиям на планете, потому что дальше в пермском периоде случился траповый вулканизм, и все закончилось на границе Перми и Триаса, когда произошло одно из крупнейших вымираний на планете животных. И после этого вся биосфера, она перешла к следующему этапу своего развития, и, собственно говоря, благодаря этому кризису уже сформировалась биота, которая уже стала более-менее близка к современной. Но все равно потом был еще один крупнейший кризис на границе мела и палеогена. И вот он уже нас окончательно подвел к тому, что мы имеем сейчас. И в результате вот этой череды кризисов мы как бы обязаны, может быть, даже своим существованием. Понимаете как? Поэтому нам очень интересно, а какой же был мир до начала всех этих кризисных событий. И то, что мы можем найти внутри шиханов, и будет являться ответом на этот вопрос. И скрытый шихан, Шахтау, это наилучший объект для изучения всех этих особенностей. Они на самом деле росли очень интересно. То есть сначала они прошли фазу так называемых иловых холмов, когда появились загадочные животные тубифитосы. Никто до сих пор на планете не знает, что это такое. То есть это такая загадка. Это такие маленькие трубочки ветвистые. Они образовывали такие заросли. И эти заросли, они тормозили ток воды. И в результате торможения тока воды осаживалась взвесь, иловый материал, и начала расти холм. И дальше этот холм облюбовали другие жители. Появились брахиоподы, мшанки, появились кораллы. И полностью сменилась вот эта вот биота этих холмов, и это уже стали настоящие рифы. Но надо сказать еще, что очень часто башкирские шиханы называют коралловыми рифами. Это глубокое заблуждение,
потому что на самом деле коралловые рифы, вот как мы их знаем сейчас, на планете появились только в неогене. А здесь кораллы тоже присутствуют, но они никогда не были доминирующей частью среди рифостроителей. Рифостроители были представлены другими организмами. То есть это опять же говорит о древности образования шиханов? Шиханам, как я уже говорил, им, грубо говоря, 300 миллионов лет. Вот 300 миллионов лет они назад появились и росли примерно 9 миллионов лет. А современные коралловые рифы в том виде, как мы их знаем, они появились порядка 30 миллионов лет назад. Жизнь на планете постоянно меняется, понимаете? И вот как раз такие исследования, они нам и раскрывают все это разнообразие и сложность организации биосферы, вот, динамику ее. И нам очень важно понимать, кто же населял, чтобы знать, как биологические системы реагируют на кризисные ситуации. Фундаментальная наука, она всегда приводит к нескольким важным вещам. Во-первых, присутствие фундаментальной науки в обществе, оно приводит к развитию этого общества, потому что без науки невозможно образование, без образования невозможно современное общество. Более конкретно я могу сказать, что вот изучение прошлого – это ключ к будущему. То есть мы до сих пор не понимаем на самом деле, как на планете меняется климат. Это очень важная вообще задача. Мы собрали коллекции Шахтау. То есть сейчас в Академии наук, благодаря вот этим поездкам, которые у нас начались с 2015 года, собраны коллекции, которые исчисляются тысячами экземпляров различных организмов. То есть у нас сейчас одна из, очень большая коллекция брахиопод, огромная коллекция моллюсков, коллекция мшанок, острокот. В общем, всех обитателей рифа, которых мы смогли найти, вот это нами собрано. И Шахтау нам постоянно преподносят подарки. В этой экспедиции было найдено как минимум 5 новых организмов, о существовании которых мы не представляли. Также выяснилось, что здесь самое богатое местонахождение наутилоидов. Это вот всем известный наутилус помпилиус. Вот кто не знает, что это такое, наберите в интернете. Только это не рок-группа, а моллюск. Посмотрите, какие удивительные моллюски, которые в цикле дня умеют подниматься и опускаться на глубины 600 метров. Но здесь самое высокое в мире разнообразие оказалось. Когда мы начинали, мы сразу поняли, что их много. И уже где-то на третьей экспедиции мы насчитали порядка 17 видов. И нам никто не верил, потому что говорили, нет, так вообще не бывает, 17 видов, вы ошиблись. На самом деле сейчас описано уже больше 40. Здесь были найдены реликтовые формы, которые считались вымершими еще в Девонский период, либо в раннекаменноугольный. И вдруг мы их находим в Перми. Это огромный интервал времени. В науке это называется эффект Лазаря. То есть, когда мы считаем, что группа вымерла, а потом в более высоких слоях мы находим снова эти группы. Это говорит не о том, что они возродились, а это говорит о том, что просто мы далеко не все знаем. Фауна, о которых я сейчас говорю, мы можем изучить только здесь. Вот мы сейчас с вами находимся у подножия Таратау. А что здесь находилось тогда еще 300 миллионов лет назад? Белыми линиями показаны контуры современных континентов. Видите, как они сложены все. Вот здесь у нас это Кольский полуостров. А вот это все синее, это восточноевропейская плита. Она залита водой. И мы находимся примерно вот в этой точке. Вот так вот. И здесь пролив уже закрыт. То есть это уже произошло после окончания роста рифов. Это значит, что это уже артинское время. Но до артинского он был открыт. То есть вот с закрытием все на планете изменилось. И фауна, они стали другие. Вот это очень важный вывод, результат наших исследований. Как, по вашему мнению, можно все это увековечить? Что необходимо для этого сделать? Вот это информационное насыщение, которое получили шиханы в результате наших работ, они дают основу для создания музея при геопарке Таратау, потому что абсолютно уникальная точка. Собственно, геологам это раньше было понятно. Здесь можно в музее, то есть на самих шиханах мы не можем показать их строение, но в музее, благодаря тому, что у нас есть данные по тому, как они были устроены в результате изучения Шахтау, мы можем показать последовательность роста рифов, как сменялись породы. Что необходимо сделать для того, чтобы в ближайшие годы здесь появился геологический музей? Необходима политическая воля.
Вот. И я думаю, что это будет сделано, судя по тому, как в республике все развивается. Посмотрите, какие музеи у вас появились, Шульганташ, тому примеры не только. Ну, развитие геопарков, вот это движение. Я думаю, что все это будет, и этот музей, он будет иметь не только региональное значение, и не только федеральное, но и международное, потому что, я еще раз повторю, что все ученые мира, они стремятся сюда попасть, потому что вот эти шиханы – это уникальное явление. Вы приезжаете сюда в экспедиции с 2015 года, и вот за это время что-то изменилось в плане сохранения вот этих природных объектов? Безусловно, очень сильно изменилось все, и я думаю, что вот движение вот геопарков, устройство геопарков, оно очень сильно изменит вообще представление людей о природе и повлияет на их отношение к природе очень сильно. То есть это вот как раз вот воспитание любви к своей земле и понимание вообще, насколько это значимо. То есть это же, представляете, какие-то грандиозные процессы. Вот, то есть вот мы сейчас видим Урал, ведь когда росли рифы, Урала не было. В геопарке Таратау здесь можно показать вот именно вот эти события в полном объеме, и это предмет как раз вот для музея. А за эти годы шиханы стали ли для вас местом силы? И вы же ученый все-таки, есть ли вот у вас, как у ученого, такое понятие, верите ли вы в энергетику места? Да, безусловно. Ну, шиханы – это и есть место силы. Вот, и мы каждый раз, когда сюда приезжаем, мы это чувствуем. А тем более вот с таким притоком людей, который сейчас здесь только усиливается с каждым разом, с каждым годом людей становится все больше и больше. Эта сила, она будет только возрастать. Я, во-первых, хочу пожелать, чтобы был сделан музей. Потом я хочу пожелать, чтобы геопарк начал развивать научные программы, чтобы на месте будущего музея создался сайенс-центр. Я думаю, что там будет хороший конференц-зал, и это будет точкой притяжения не только для местных жителей, для гостей республики, но и для международных экскурсий геологических.